26 миллионов рублей. Именно во столько обошелся кванториум, открывшийся сегодня на базе гимназии имени Пушкина в Сыктывкаре. К слову, это первый в республике именно школьный технопарк. Но миссия у него все та же – развивать у детей знания и креативные навыки в сфере биологии, химии, физики, робототехники и высоких технологий. Анна Зубарева побывала на открытии. По коридору гимназии идет большая правительственная делегация. Глава республики, министр образования, мэр столицы, председатель Госсовета, тут же депутат Госдумы от Коми Ольга Севастьянова. Инспектируют новый объект, а его и правда не стыдно показать. Дизайн-проект кванториума получил высокую оценку на федеральном уровне. Его предлагают для использования в других городах России в качестве модельного стандарта. Оснащение от интерьеров не отстает. Лаборатории по физике, биологии, химии, хай-тек и роболаборатории хвастаются суперсовременной техникой. Цифровое оборудование помогает нам изучать, в данном случае здесь у нас виброгенератор, благодаря которому можно исследовать колебания маятника. Это поможет делать практические работы, проводить исследования. Педагоги по физике сами с нетерпением ждут всероссийский урок атома. Занятия для 5-7 классов организует Росатом, чтобы познакомить школьников с видами энергии. Он заинтересует учащихся в энергии атома и в безуглеродном будущем. Чтобы семиклассники и пятиклассники поняли, что надо поступать в институты, в ядерные институты, чтобы они развивали ядерную физику, для того, чтобы в нашей стране строились атомные электростанции как можно больше. В школьном кванториуме будут проводить и обычные уроки с углубленным изучением отдельных предметов, и кружки, так называемые программы дополнительного образования. Педагогический состав местный. Учителя гимназии прошли дополнительное обучение. Без него разобраться с 3D-принтерами, роботами, фрезерными и лазерными станками кажется чем-то невозможным. Эта машина называется лазерный гравировщик и резчик. Он позволяет проводить лазерную резкую гравировку различных материалов, в частности бумаги, а также можно здесь работать с тканью, с фанерой, с алюминием. Есть различные варианты использования этой машины, но сейчас я продемонстрирую просто надпись, которую эта машина вырежет. Помимо всего прочего, на базе кванториума в планах проводить тематические профильные смены летних лагерей, обучающие мероприятия для школьников города, а еще мастер-классы для педагогов. Кстати сказать, возраст школьников, которых готов принять центр, строго не ограничен. Мы, в принципе, можем принять ребят из 1 класса. Основной приоритет, конечно, делается с ребятами с 6, с 5 класса и до 11. Но малыши тоже могут работать, например, на направлении хай-тек. Первоначальное моделирование мы можем пригласить ребят маленьких. Технопарк заработает уже меньше, чем через неделю. 1 сентября откроет свои двери для всех детей Сыктывкара. Это значит, что заниматься в кванториуме смогут не только гимназисты. Анна Зубарева, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.